Просто белый кит и никакой политики. Осторожничать с композициями художники начали совсем недавно. Не все, что рисовали Сергей и Дима, горожане понимали. А тут еще такое соседство. Президентские окна выходят прямо на это здание. Охранники спрашивали, да, чем мы занимаемся. Ну, как бы все с разрешения, поэтому проблем никаких не было. Нелегально они не рисуют. Уточняют, это не граффити, а стрит-арт. Никаких экспериментов со шрифтами, никнеймы, лишь скромная подпись. Когда первые работы делали, тогда вообще прям, не знаю, постоянно толпы, и всем интересно, и все спрашивают. Впрочем, без казусов все же не обошлось. Общественные активисты как-то закрасили одну из работ дуэта. Одни увидели в каменных изваяниях оскорбительное сходство со знаменитым кыргызским сказителем, у других фантазия оказалась богаче. Активисты увидели в нем монащи и говорят, что типа это оскорбительно, потому что он там наклоненный, якобы это ассоциация с тем, что он пьяный. И, ну, я не знаю, как я читал, они увидели там женскую грудь, часть, какие-то половые органы. На эту работу Сергея и Диму прохожие пока смотрят с восхищением. Надеть штаны на кита еще не просили. Закрашивать его, надеются ребята, никто не будет. Так что кит голый. Ну, я надеюсь на адекватность активистов и что не найдут в этом ничего пошлого, не увидят здесь сосков или что-то оскорбительное. За год, кстати, художники разрисовали почти пол Бишкека. Ремейки знаменитых картин или классика с попом у горожан любимая. Вот дочь советской Киргизии с айпадом. Или вот, сельский мальчишка стреляет рогаткой по Angry Birds. Никакой политики, повторяет Сергей. Мы просто несем радость. Джибек Бегалиев, Азат Интымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.